Метлутирчи, молодежь, Сульмарстальский район, часть министерства, да, там представитель, хамани живом миллети касел, лезгичалова хазлахалых изди, хада таных изди кахкалас, молодежных калас, начинающие поколение, предпринимательские, пожелания молодежи здесь, и кого-то кэгу учихти вопроса работа, кэзу гуда Октяброза Тану, армию Чинезу Саркаров Тимур Нусретович, конечно, по министерству да Танадя, Хадвича Хавахни пожелания, кэзу гуда. Салам алейкум. За урушала рахаза, за лезгичал чиза, но пора сначала. От Министерства по делам молодежи. Меня зовут Тимур, фамилия моя Саркаров. Зачем я вообще приехал, зачем вот вас пригласили на эту встречу? Есть такая федеральная программа, называется «На ты предприниматель». В чем особенность этой программы? Мы разъезжаем по районам республики, встречаемся с молодежью и рассказываем о том, какие есть формы поддержки и вообще о том, что такое бизнес. Вот вам завершать завтра учебу. Вы решили уже, куда поступать будете? Да? Вот смотрите, я немножко расскажу, да, о том, что такое вообще программа «Ты предприниматель». Мы начали ее в Дагестане реализовывать в прошлом году. За прошлый год через нашу программу прошли ребята, 2000 человек мы обучили тому, как строить бизнес. При этом 120 человек, они открыли свой бизнес. Мы им помогли в этом, рассказали, как это делается, помогли какие-то формы поддержки государственной получить. При этом в Москве это заметили, и на этот год тоже нам разрешили реализовать эту программу в республике. И мы надеемся, что у нас результаты будут еще лучше. У нас есть ребята очень разные. Часто боятся начинать бизнес. Думают, что бизнес это сложно, бизнес это там нужны какие-то огромные деньги, что-то. У нас много таких историй успеха. Мне хотелось бы, чтобы в следующем году, когда мы будем проезжать по районам, я вот показывал историю успеха кого-то из вас. Но есть несколько нюансов для того, когда вы начинаете бизнес, вы должны понимать, как это делать правильно, как не прогореть, как сделать так, чтобы ваш бизнес пошел, он был нужным. Самое главное в любом бизнесе – это образование. Если вы не будете учиться, хорошего бизнеса у вас не получится. У нас есть сообщество предпринимателей. Вот в этом сообществе буквально каждый из них работает над собой. Каждый день учится. Я учусь в международной школе бизнеса. Я учусь в Москве там, на курсах различных образовательных. Когда есть возможность найти где-то, куда можно поехать поучиться, я трачу деньги на то, чтобы научиться и получить знания дополнительные. Вам сейчас ваши учителя, они дают отличные знания. Просто их надо принимать. Вот, пожалуйста, вы их принимайте сейчас, потому что потом это будет стоить очень дорого. Вот Бенгал Магомедович, замечательный депутат Народного собрания, он как раз курирует сферу и образования, и молодежной политики. Да, представитель с вашего района, он, я думаю, в любых моментах может помочь. Просто проявите инициативу. Самая большая проблема бывает, когда ребята хотят начать бизнес, они думают, ну или вообще что-то начать, они думают, что это невозможно. Вот запомните, невозможного ничего нет. Вы себе цель поставите, если цель стоит правильная, то вы ее добьетесь. Давайте так, кто хочет успешным быть? А кто хочет быть успешнее, чем его родители? Еще успешнее. Даже? Каждый хочет быть успешнее, чем его родители, для того, чтобы помогать своим родителям. Сделать так, чтобы им жилось хорошо. Так же, как и наши родители хотят делать для нас. Вот задача наша, да, рассказать вам о том, как можно в рамках программы научиться делать бизнес и как делать его правильно. Как делать так, чтобы этот бизнес он был еще социально направленным. Вот мы, допустим, в рамках программы, буквально сегодня мы 8 бизнесменов отправили в Москву, молодых ребят, бизнесменов, отправили в Москву на форум социального предпринимательства. Эти ребята, они учатся, как делать бизнес и при этом делать хорошие дела совместно с бизнесом. Есть такой сайт rostpredprenimатель.рф.
большая просьба к вам. Вы должны зарегистрироваться на этом сайте, и там вы получите огромный объем знаний. Я бы хотел, если можно, вам слово задать. Я махашу давала на республиканский парламент, конечно, комитет курировал население Лагаво, и Халлан Гери учит Бахайлага парламент, кювери школа Аяла. Не на Лагаво школа има за яхтурн суди жезва школа дих за жезва куватхар, зи выбор фактически за харджуну образование диз наука диз. Има за казавадлом юридлани Лагаво диз юрид Аллахлани бахади час ханаканда образование. Шив ивел визифа, Харсадас визифа. Заз визифа сяхта ходис полому, зик Аллахсому, хида учебники, монографики, оказывается бизнес-тхо. Кхи визифа сяхта, юридлани, хидя юридлани, четиндя эу. Эгер эутуни хитя, чирвол дагани хитя. Я бизнес-тен юридри герек ханеконзова чирвол. Ивел хичиглева, и салакам, школа ксалдиш ктяхников. Хаифи, ив кяхталдиш школа качузва аядри бур эгер гекигатышна хабрчирвол и сахтава аядри сакат камнцунсуналла гюгнис зурбата фаватол. Хаифи и сахтава аяла ксак летана качузва егеда балана качузва, но это не чирволовач. Са эхтиса мисал резекеш. Ахзурни ирид вишли птхани ирид медалов сахта что нам выясняет из Рамхикета Ханваят. Ахзурни ирид вишли птхани ирид золотой медалист республики. А ЗУС где-то медалист Равадеде, где-то председатель хидята, это система сочинения Алматки ЕГЖ делали. Хаваде джезватер. Юри республика да певиш нахтуру, но сам за Будвичкас. И Ахзурни ирид вишли птхани ирид кас медалист хинак развадил. Шнал узва образование девичье ери качество. Генен агузхану, инха агуз образование, инха медалист артохизу. Им дюстуш. Хюкок лилхадане, ха медалистри шпиз ганва адас бавар медалист из барабар звач, авач адас адас медалист лига чирвал авач. Их ты самазу кас примеры. Московский университет шас факультет журналистики здесь. Макачизм факультет журналистики доху химхитен Московский университет здесь. Виш балавабуни бязим ракасвач, эгер хадад медалавач хито, олимпиадам кенхити, их ты брод генекас, виш балавабуни бязим да касвач. Вот журналист факультет журналистики здесь хахнабур шас вирихана виш балавабур. И брузганов диктант средней трудности. Хотите верьте, хотите нет, но это есть такой толстый журнал «Народное образование России». Народное образование журнал Кен, Манатавидеш, академик пишет. Ни один человек из этих стабальников не справился с этой удовлетворительной трудностью диктантом. Вот вам цена этой ЕГЭ. Понимаете? Хавлякне, Балахана, Кибурхана, Лансикихана, Гандаш. Сейчас Чирвол. Чирвол Даханихиде, Аллан Герикли Гушизата. Канцут ülкетка, Юрилан ведуш канцут ülкетка. Россия ханва кан ирилачкада, а чу алати Россия салачкада элна. Хавляч на исахта кю школара исахта сукнуабур, и дши бакадни чаюгы. Бакад югчин хиктин жедета, хела ашли. И вел не вел мадидем бадично, юридите го заземет кёю. Зя вел физу школа дис. Am erit müjisa şkola doğa, zusik hiya adah kalas mealim rit Allah zuwa mikimiz wa ikhanek onda. Ak fiz asupis kwez taas na kam tiz kwed de gala mealim ka khol kwez mikimjes de dev badin bazim likta khtanek alis şol kholo zu mealim zas pis qimet yana mealim zas davirna Allah Allah likta davir qidati de dev bad geneni. Agili khtan ayod lahata wala ahlo mealim zas kwed yana bunya nabad mealim atana ada de dev badatan mealim khaz qalizwa kunez ayod izvuch umna ikona düz padesh khazan dini veridi ki nasanal dik Allah ne onda. Alın gayri ne no gili adam taksiri var ki просто taksir kutажde sadavni. İç olan patala. No запизывал, zu специалист уручал.
За Ленинградский университет в советские времена защитил диссертацию по синтаксу русского языка. Докторский синтез русского языка в Москве. Я никого как бы не имел отношения. Но Кадис язык Аллах на декабре факультета. Заведовал кафедрой русского языка. А по институту сдал. За умер двучил звал. Дидец от тизла каства. Айып бир бехеми санжидеш. В каком плане? В прямом смысле, эгер зулезгиета, обязательно черханы кон. Зулезгичевны, урухчевны. Ну таксир завак, кто же звач, учила таксир, айол дин звач, айчол чин за шехир давабро. Таксир за чиди. Инге кучалах здесь путь сятун зуди директор института яваледа шехир, авазатши. Путь сят ген дидечала. Бази диде бадатана. Дидечала, гин кунаяла кудна дидечала, тхузбовота, репетитор потом уручила, математика дам киде, учить. Они егево, а дидечала за зам герековач. За декавуцо, вот иглон дюстуш. Садова кюджала ху, дидечални, а уручила нагин. И махакоса чиро гуза предмет туш. И де тербие гуза мере. Ну хикладу, ну, и не озутала кю тарани, вен, çok sağ olun. Bazı auditoriya karani zaş. Vülik de azrik olam zuni khura elal. Mala komplekt şkol kidal. Çavaç khidala çıkado çin suğuna hadi vüli çiniz krigizdatçı. Çidat gidin, dehat gidin. Çekhida tal qarada. Malima tal şap uxtuna aqwazdadi. İsahta avaç hamur. Abur taksira çekhiçi burbur. İyon yol çekhida sürmetin kaldı. Dede başın dediadas. Çekhistha, çekhi vakti dediadas. Это ненормальное явление. Allah'ın gayri. İni hep ptular yazva переселенцы Ригзахбур. Вни хрер авужма бур. Хрер ханам. Дедеб бар сурат хиббари ханам. Гизабур ваза хабар о кочедени кхфенана суролала. Вау. Нельзя. Надо помнить свою историю. Жон чехидде, чехиббо. Хам хин чехидде. Клиник он даханис. Исят веришь, у него нужно даглар исят как баямаханова иман диздуш. Была хана хоть Куран был. Вот сейчас великий закон. Хавля хне исята gelecek için ayalar. İşte o zaman köy. Hne eget olunca zaçıda hadi zurba işte hadi hüş kasıl. Hne zurba küme hocada malimdir. Direktör şkoladayız. Dede babadayız. Ama bunu nivel hanıkanda kayda şkolada. Kayda. Вопросы мы опозорны когда. А у вас мики герек очень шер опозорны когда. И он его тарсир туна школы сюда аял. Это значит, что везде ферка заходишь. А и через çok sorunuz var. Хуза мерекет хуза брызни. Кева зава учкме он звато. Хик он звато. Зачизу школа захин пахтан вали хавля. И сахтан чина зу институт батиров пяхто гизел улахзва. Заместитель председателя комитета по народному, по образованию, науке, культуре, спорту, молодежной политике, туризму и так далее. Значит, ИСЯД вплотную занят вот этой проблемами, обеспеченность школы учебниками. Это очень больная проблема, нет учебников. А по родным языкам вообще за бассейн 4 года не сдали. Мы сейчас будем выяснять, кто виноват, почему так оставили. Школа и не вел. ИСЯД это и глава один, видел уже, президент. Владимир Путин, без школы, без приоритетного направления школы мы ничего не сможем. Качества образования нету. Учитель тоже во всю мощь не работает сегодня. Он тоже не заинтересован. Я знаю, у него зарплата низкая, у него условия другие, даже несчастные коммунальные. Вот запросы нужны, а коммунальный аргум потом. И сейчас сентябрь до он, а мы не малым я буду ждать, сентябрь до 5 сезон коммунальный втянут. Ах, 50 Аллах гаита, за их такая договоренность есть, все сидел, вся бюджет обсюда продажа сидел, хано за рахаз казва, малим риз, чи довустанди, пул хкажун подоли, мяжи бар хкажун подоли. Учителя довустанди, малим де, кашузво, юридлат имеет зарплата России 2 субъекта. Средняя зарплата довустанди имели юридла России 2 была. Хавля малим, на их то и сейчас тоже мы постараемся, все сделаем для школы, для учителя, но самое главное, отдача тоже должна быть. Ко мне вопросы есть, Соларова обработать? Хамид Ахмелович, чи Дамозга Кастея, да може да може Кастея предан человек нашему образованию,
с шумот созывды депутатия, или редактория, чех Сакария, чехи тарихва районды, доблестные представители Дагостанды народного собрания. Чандос чок саголузва, чанд сагохра, медасилочка. Вот смотрите, я сейчас говорил вам про образование, да, и вы сейчас подтвердили эти слова. Честно, вот большая просьба, огромная. Мы даже когда встречаемся с разными предпринимателями, с бизнесменами, у нас и с Владимиром Владимировичем встреча была, да, вот то же самое, основной упор. Давите на образование, но только просьба, не на аттестат, не на диплом, а на образование. У меня дома лежит красный диплом. Сейчас у меня скоро еще второй красный диплом будет. Но они как лежали дома, они вот так и лежат. Они не нужны мне. Почему? Потому что, ну и в принципе работодателям. Вы себя покажите, как настоящие профессионалы. Вот кто-то умеет, не знаю, шины хорошо менять. Мы в прошлом году ехали в Докусматинский район. Я вот с ребятами встречаюсь, и мальчик встает и говорит, все, говорит, хорошо, вы, говорит, хорошо рассказываете. У меня, говорит, я, говорит, шины меняю, шиномонтаж свой в 14 лет. Подскажите мне, говорит, как дальше развиваться? Вот парень, он лучше всех там, он хорошо меняет, он знает это дело, он профессионал в этом деле. Просьба большая, будьте профессионалами в своем деле, настоящими профессионалами. Вас с руками оторвут. Новые направления. Вот программированием кто-нибудь занимается? Хочет заниматься? Замечательно, отлично. Вообще, я просто не хочу долго задерживать, потому что моя большая вина, я вас задержал. Просто хочу огромную просьбу к вам. Есть сайт rostpredprenimатель.рф. На этом сайте есть тест. Вот если вы зарегистрируетесь, проходите его почти 30 минут. Честно, 150 вопросов. Но, когда вы его пройдете, вот сейчас у вас 11 класс. Там вам дается раскладка по тому, в каком направлении вам лучше развиваться, какие навыки у вас развиты хорошо, какие не очень, какие вам следует развить. То есть вот это все, этот тест, в прошлом году он был платным. Пройти этот тест стоило 1000 рублей. Сейчас государство оплачивает это все. Просто единственная просьба, чтобы вы прошли и использовали этот тест в положительном русле для себя. Плюс Еще раз сайт продиктуйте. rostpredprenimатель.рф. Запишите, интересно будет для вас. Если у кого-то есть идеи, просто вот не бойтесь идей своих, обращайтесь, мы поможем. По результатам, те, кто пройдут тестирование, в Махачкале будет проходить обучение. Оно сейчас уже началось, параллельно ведутся группы. То есть, если у вас есть возможность там, на буквально неделю приехать в Махачкалу, там будет проходить ежедневное обучение, очень хорошие специалисты будут рассказывать вам о том, как вести бизнес. С нуля, с выбора идеи, и заканчивая, как сдавать там налоговую декларацию. Вас обучат всему. Вам дадут диплом об этом образовании, то есть сертификат. Только вот одно нужно мне, чтобы вы реально работали, занимались этой темой. Независимо от того, вы будете бизнесменом, будете вы на госслужбе. Самое главное правило, чтобы вы были профессионалом. Мне особенно хочется, чтобы таких профессионалов больше выходило из наших юждаговских районов. Мы с Магомедом лет 10 как минимум, да? Я всегда его знаю, он даже у меня в телефоне был записан как Магомед Близгин. Почему? Потому что этот парень все время приходил на всех мероприятиях, он защищал вот лезгины, мы должны быть, надо развивать язык и так далее. Я благодаря ему хоть немножко наконец выучил лезгинский язык. Честно говорю, я в Махачкале вот, очень тяжело изучать, да, ну, потому что ты не общаешься в этой сфере. Этот парень, который развивался, показался как профессионал и дальше продвигается. Иншаллах, у него все тоже будет хорошо продвигаться. Поэтому просьба к вам, будьте профессионалами, будьте всегда первыми в любом деле. И всегда у вас все будет хорошо. Если есть у вас желание, без проблем, любыми доступными способами, как вам удобно, вы можете связаться, и номер телефона, и сайт, и там, ну, все что угодно, любые способы есть. Еще важное правило. Вот я сейчас учусь в международной школе бизнеса. Первое, что нам сказали, запомните, говорит, скромность это прекрасно, но это дорога в неизвестность. Вот вы будете скромными, замечательными людьми, но о вас мало кто будет знать. Если вы хотите что-то спросить, что-то узнать, никогда не стесняйтесь. Если вы не поняли что-то на уроке, поднимите руки и спросите учителя. Учитель будет рад вам ответить, если ваш вопрос правильный. Да, если он 40 минут вам рассказывал, а вы при этом спрашиваете его опять то же самое. Задайте правильные вопросы, вам всегда будут отвечать правильно. Я вот работаю в бизнесе, да, когда я начинал, у меня было 0 рублей 0 копеек. Когда мне говорят про откаты, я говорю, слушай, я с тобой не работаю. Хочешь по откату работать? Иди. Счастливо? Я работаю так.
Со всеми госструктурами я работаю по одному принципу. Вы мне сперва 100% предоплату делаете, потом я с вами работаю. У меня заказывают услуги, то есть я занимаюсь там рекламной деятельностью, занимаюсь там регистрацией товарных знаков, изобретений и так далее, с интеллектуальной собственностью связано. Много направлений у меня. И при этом, какой момент? Вот касательно, допустим, государственной поддержки. Честно, я против государственной поддержки в плане финансов. Есть комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства, там агентство сейчас называется, да? Раздавались гранты. И что получалось? Гранты раздавались на что? На крупный рогатый скот, который через год почему-то умирал. И эти деньги впустую утерялись. А у людей появлялись приоры. Я бизнесмен, я не госслужащий. Я могу об этом открыто говорить. Когда я пришел туда защищаться, в это агентство, я подготовил такой бизнес-план, по которому они не смогли не дать мне денег. Я подготовил его, сделал, я защитился, доказал, что я смогу это сделать. Причем я хотел открыть автомойку, сервис, да? Но они мне сказали, слушай, ты запрашиваешь 500 тысяч, а мы даем тебе 250. Без откатов, ничего, просто 250 тысяч мы можем тебе дать. Я когда просчитал все риски, я сказал, нет, ребята, я не открываю, я отказался от этого гранта, я не стал покупать на него приору. Вот мы в рамках программы, мы объясняем ребятам, вот честно, не давайте никогда откатов. Если вы платите честно налоги, вы зарабатываете на этом больше, чем если вы будете работать в тени. Почему? Потому что есть куча государственных программ, с которых можно получать средства, возмещать эти. У нас начать большое производство очень тяжело. Вот мы, как примеры, почему мы ребятам говорим сервис. Это возможность начать что-то делать, а в дальнейшем, конечно, уже перерастать в производство какое-то большое. Если говорить про производство, у нас есть ребята, которые мебельным производством занимаются. Да? Их много, мы просто про всех пока не успели снять эти ролики, мы хотим снять, показать, что это возможно. Тяжело, честно тяжело. Вот если вы, вот в чем особенность, разница между бизнесом и госслужбой? В бизнесе ты можешь просыпаться тогда, когда ты хочешь. Вот честно, вот это, ты встаешь тогда, когда ты хочешь, ты ложишься спать тогда, когда тебе хочется. Ты захотел уйти с работы, ты встал и ушел. На госслужбе ты этого не можешь. Но на госслужбе ты работаешь с 9 до 6, но при этом какой момент? Я как бизнесмен, я понимаю одну вещь. Если я не встану рано, я не заработаю каких-то денег дополнительно. Если я лягу слишком рано, я тоже там не выполню какое-то там обещание, какой-то контракт. Я встаю в 6 утра, ложусь в 12 в час ночи. Это мой такой стандартный график. Каждый день. Если вы себе не дадите каких-то установок конкретных, надо это делать. Вы этого не сделаете. Знаете, у нас вот как бывает у людей желание, я хочу выучить английский язык. Да? Вот каждый хочет выучить английский язык. Кто-нибудь просто в день открывает вот так вот словарь и 2 слова учит из этого английского языка. В день 2 слова выучите, в год это уже 700 слов. Да, просто 700 слов вы будете знать на английском языке, вы просто их практикуете, и вы через 2 года вы будете знать этот английский язык. В принципе, основу. Плюс учитесь на занятиях в школе. Маленькие дела делаете, они приводят к большим. Сразу большого, к сожалению, не бывает. Как бы нам этого не хотелось. Я очень хочу выиграть в лотерею, но что-то не получается. Вот надеяться можно, но есть такая поговорка, на Бога надеюсь, я сам не плашаю. Вот, пожалуйста, просьба к вам. Всегда над собой работайте. Слушайтесь родителей. Родители всегда хотят хорошего. Вот это почему я говорю. Когда я начинал бизнес, вот, можно я расскажу свой пример. Я был простой парень, я учился в институте, я думал, что я буду адвокатом, работал уже в адвокатуре. А у меня был сосед. Сосед приходит ко мне и говорит: Тимур, слушай, ты умный, ты в очках. Вот, у меня есть деньги, у тебя есть голова, давай придумаем бизнес. Я говорю, давай. Я понятия не имел, что такое бизнес. Я работал в адвокатуре, собирался в госструктурах работать, как-то в этом направлении развиваться. В итоге что получилось? Мы открыли бизнес, я написал бизнес-план. По бизнес-плану я прочитал, как делается в интернете. По этому бизнес-плану мы должны были получать там, миллионы рублей уже в следующем месяце. Первые 2 месяца все пошло нормально, реально стали зарабатывать деньги. Мы купили мониторы, разместили их в маршрутках, размещали рекламу. Потом открылись конкуренты, начался демпинг цен, то есть мы продавали за 15 тысяч, конкуренты за 12, мы за 10, те за 7, те за... В конце, через полгода, в общем, нашу рекламу бесплатно уже не хотел никто брать. Никто не хотел размещаться у нас бесплатно. До этого довели. В итоге прогорели.
Прогорели, и этот сосед, который говорил, ты умный, он говорит, а теперь деньги верни. То есть получилось так, что я ему должен был в течение месяца вернуть 250 тысяч рублей. Ну, что делать? С одной стороны, я думаю, слушай, откуда я ему достану эти деньги? У меня простая семья, у меня только отец. Он пенсионер, я откуда ему эти деньги достану? Но когда вот так вот приспичило, я за месяц достал эти деньги. И можно достать. Заработать. Не украсть, не обмануть. Заработать можно эти деньги. Но надо пахать как лошадь, честно. Сейчас я являюсь представителем компании Яндекс.Такси в Дагестане. Да, вот мы привели компанию Яндекс в Дагестан, мы развиваем в Махачкале этот сервис, там, пытаемся в других городах. Но этот бизнес какой? Это IT-бизнес. И за этим будущее. Я почему спрашивал про программистов? Работайте в этом направлении, учитесь, за этим будущее. Я сидя дома, вот у меня сейчас время есть, я могу приехать в район, рассказать вам, да, по другому бизнесу у меня времени бы не было. Я просто приезжаю сюда, в это время я получаю проценты с заказов, я зарабатываю. В среднем в месяц, ну, за прошлый месяц у меня было 80 тысяч рублей заработок, да, но я ничего не делаю, это только с этой части. И можно зарабатывать, если захотеть. Просто надо учиться, надо стараться, и надо не жалеть себя. Вот мы часто так делаем. Давайте, можно вопрос? В соцсетях кто сидит? В Инстаграме кто? Все, наверное, да, практически. Да? А как часто вы вот заходите в Инстаграм, сколько времени вы тратите на Инстаграм, на соцсети? Вот это, знаете, такой поджиратель времени. Я себе сделал такую табличку, расписал на 24 часа день свой, по 15 минут. И каждые 15 минут записывал, на что я трачу этот день. Так оказалось, что в действительности на нужные дела я трачу максимум 2 часа в день. Все остальное у меня уходит на какие-то непонятные вещи. Я стал перерабатывать себя, такую трансформацию себя производить. Да, я там вижу, что у меня на сон слишком много времени уходит, я стал меньше спать. Вижу, что на еду слишком много времени уходит, я стал реже кушать и там поменьше, да. Но я вижу, что с детьми у меня времени мало совсем, я уделяю на детей, и на них надо уделить времени больше. И я вот оттуда убрал и передвинул сюда. Сделайте для себя такой график. Честно, очень полезно. Когда мы просто думаем, что мы так много работаем или так много учимся, в действительности оказывается, что мы, оказывается, ничего не делаем. Вот мы приходим домой, мы вот по школе, я по себе говорю, не по кому-то другому. Прихожу домой, беру книжки и думаю, так, вот сейчас надо сделать уроки, и все. А потом так смотрю, так телевизор, вот так, сериал интересно начался. Сейчас я сериал посмотрю и начну делать уроки. Да, и вот это примерно где-то к 8-9 часам вечера начинается, а потом на следующий день с утра приходишь в школу и быстро дописываешь домашнее задание. Нельзя так делать. Это я понял после, вот сейчас мне 31 год, я вот сейчас только начинаю понимать эти вещи. И приезжаю, рассказываю ребятам, ну, не делайте так. Цените свое время. Деньги всегда заработать можно. Там машины и так далее, это все можно достать. Есть один ресурс, который вы не сможете никогда достать. Это время. Он невосполнимый ресурс, вы его не сможете вернуть. Вот время цените свое и используйте его правильно. Если вопросов нет, Спасибо. да, вам спасибо огромное, большое, что пригласили нас. Парламент, молодежного парламента нашего района. Зазушлус гоза. Күн пекотно мо школара верно, кнесятинол цуqnol fikirzo Хтан Махачкалда се ужитал, Ганача се учита. Часом көз герех прозадя. Сада fikirzo вообще юристче задми, кидл зу экономически респизадя. Пудлад вообще зу правоохранительная структура респизадя. За первое образование почудала. Сейчас первый курсуна, первое образование экономический. Сейчас предать предметы истории Дагестана, химия, физика. И первый курс я в кухне школы ктяхн фема бурчу. Гзав ихтил таж дамо чигадари по. Сейчас көзи предметы вообще прозад, учишь прозад лахан. Har küküm şkola kütühatlıq, yeke ömürdüz küne izа. Кü са узкий рекапсиатуш, кü все сторонне хан озади богатый. И Тимур Нусретович имел гаи пример насчет сайта, что харса и садига кюга, кю потом просто хакна, яке колахановатуш. Кю фикер долди ответить там 150 вопросов. Просто на досуге. Вахта варада. Хак на телефон арсят видео с выходом в интернет. Для вас будет просто интересно, сколько там полурзать было процентное соотношение к ответу, хихти ответарите.
Фикир, Ханни гама вопрос ха программа тюрьма специалисты, хихти оценка будет для себя вот небольшая просьба, сдайте и к чему вы готовы в этой жизни? Я что хочу сказать, Тимур Нусретович, чи аялар, чи районы, они и учатся, они и спортом занимаются. Ну вот я всех уже детей знаю, да, вот, например, кто учится, кто в спортзале занимается, кто на улице как себя ведет. Насчет этого у нас все отлично, ну, потому что мы над ними работаем. А второй вопрос учу он. Аял резалузадио, нига учала зато хириа, зато хариа книку ишлемиша, хахадла ксам алахаватуш. Юкол офен гадармир. До конца вот вирижидади. Все сразу не бывает, все потихонечку. Как меня давно как он делал, заикол из галактики из кемира, а юкол йолян дальше ахтя. Зи пожелания какие-то, печен сауку, печук сову латада.